Roșezână hroașa Uia kunza sneină schu Ahur bgățchiști, ahur bgățam Rgheașa cam adzam săblu Я запшу лепша пайра Сыпсат гила яйра Я запшу Ахур бгъцки штахур бгъцам Ргаша кама дзам съблуб Я запшу лепша пайра Сыпсат гил Аяйра Я запшу Аяйра Я цвивай тужула Apsnă, aha cuitrăzit ahas Dit, de uita fărhața Baburga, husubșnui gahas Ayaira, ia-ți uitujular Apsnă, aha cuitrăzit ahas Dit, de uita fărhața Baburga, husubșnui gahas Я охребезана проща Штахур бьецам Ргяша кама дзам сывлу Я запшу лепша пайра Сыпсат гила яйра Я запшу Ахур бьецки штахур бьецам Ргяша кама дзам сывлу Я запшу лепша пайра Сыпсат гил Аяйра Я запшу Аяйра, ia-ți uitujular Apsnă, aha cuitrăzit ahas Dit, de uita fărhața Baburga, husubșnui gahas Аяйра Apsnă, aha cuitrăzit ahas Dit, de uita fărhața Baburga, husubșnui gahas Dit, de uita fărhața Baburga, husubșnui gahas Взяла шабы тапсу культура аштых. Уаха исасчаны хашты топ. Ахот пе музыка царей урта хабанынель бджане. Ахот пе музыка царей урта арцаве Манана Братухина. А музыка цаве Асида Царгуш. А орган архаве Лука Гадели. И прежде чем мы начнем задавать свои вопросы, я хотела бы вернуться немного назад. Ребята нам спели песню. Хочу, чтобы их знали наши зрители. Валерию Адлиба знают все, а вот других молодых людей, может быть, не все знают. Это ваши выпускники, Нинель Борисовна. Расскажите немножко о них. Это наши выпускники, эстрадное отделение. Валерию вы представили. Великолепная, с большим будущим певица Далия Кожухарь, которая к нам пришла совершенно юной девушкой
Я даже помню эту песню, которую вы пели на вступительном «Журавли». Да, и она прошла очень большой путь длиной в 4 года в классе прекрасного педагога Гочи Пачули. Он наш выпускник, студент Джинсу Хачамагуа. Вот. И Отар Сангулья, сын известного нашего певца Омара Сангуля. И, кстати, песню, которую они исполняли, это была песня его папы. Очень приятно. Про эту девушку вы еще говорили до начала передачи. Я, когда она пела, вспомнила в одной из передач «Апсо Культура Аштан». Вы сидели рядом со мной, пели. Это был такой момент, когда сказали молодым артистам: выйдите к сцене, подойдите поближе. И я говорю ей: ты тоже выходи. Она постеснялась: нет, я лучше с места. Она с места пела, а потом после передачи я вышла, и тут нашим сотрудникам рассказываю: слушайте, такая девушка рядом со мной сидела, я и не специалист, не профессионал, но такой голос, она так красиво пела. Я думаю, она понимает все, что дало ей музыкальное училище, и будем ждать успеха в дальнейшем. Я думаю, у нее хороший творческий путь. 93 года нашему музыкальному училищу. Это первое музыкальное училище с хорошей культурной и творческой историей. У каждого участника нашей программы есть что рассказать о ней. Нинель Борисовна, окунемся в историю. Мы хотели бы, чтобы вы нам рассказали, как начиналась история училища. Это были сложные 30-е годы, когда вся российская интеллигенция, большинство людей из консерватории Петербурга, из Московской консерватории, из Миланской даже консерватории приехали сюда. Годы были сложные, еще раз повторюсь, голодные. И здесь образовался вот такое вот сообщество музыкантов. И на это обратил внимание Нестор Лакоба. Благодаря его распоряжению и усилиям Ковача создался музыкальный техникум в 30-х годах. И причем это был центр культурной жизни Абхазии. Здесь на базе училища сформировался первый симфонический оркестр, первая хореографическая студия, первая актерская студия, первый этнографический хор. То есть вся культурная жизнь сконцентрировалась именно в том здании, где учатся наши студенты. И, видимо, эта энергетика, она очень такая сильная, довольно-таки сильная, что мы существуем уже 93 года. Через 2 года мы должны обязательно, уже нам пандемия не помешает, я надеюсь, будем праздновать юбилей. В стенах училища учились известные люди, работали известные дирижеры, вокалисты. Всех перечислять в одной передаче невозможно. Если сделать прыжок в современность, вот здесь сидит наш блестящий выпускник Лука Гаделия, замечательный органист, которого знают буквально на всем постсоветском пространстве и далеко за рубежом, который прославляет имя Абхазии, который держит знамя культурной Абхазии. Конечно же, мы всегда хвалимся тем, что оперная дива мирового уровня, это Хибла Герзмава, она закончила у нас в классе Жозефины Бомбуриди. Алиса Гицба тоже в классе Жозефины Бомбуриди. И многие другие выпускники, которые сегодня работают на лучших сценах. Никогда не прерывалась вот эта цепочка? Всегда работало музыкальное училище? Никогда. Даже в военное время. Даже в военное 40, время здесь... Первые 45-е годы тоже? Да, работали, да. Да. Ну, 37-й год, конечно, повлиял. Также. По-моему, под репрессию попадали педагоги музыкального Ковач училища. вынужден был уехать, потому что он был уже на грани того, что его могли просто расстрелять, и он уехал. Много фамилий можно назвать, которые пострадали. А вот война 92-93 годов, она, конечно, нанесла огромный урон, потому что в основном и в симфоническом оркестре Абхазии, и в музыкальном училище работали люди, которые были приглашены
из-за рубежа. И остались только какая-то маленькая группа людей, для которых это была родина. И благодаря усилиям Ивана Сафаровича Шамба это все начало возрождаться. Как и начал возрождаться Пицунский храм, благодаря усилиям Марины Шамба, той группы музыкантов, куда и я имела честь входить. Мы работали долгие годы бесплатно, лишь бы этот очаг музыкальной культуры не угас. Потом Лука подрос, закончил консерваторию, аспирантуру. И сегодня он на сцене Пицунского храма. А что касается отделения училища, вот как раз в то время наш выпускник Джансух Чамагуа с его подачи, с его инициативы образовалось первое отделение музыкальное искусство эстрады, которое он прекрасно вел, и у него очень много учеников, и Рамина тоже его... Рамина ученица Джансуха? Да. Тоже его студентка. И вся наша эстрадная элита сегодняшняя, это все ученики Джансуха Чамагуа. Педагоги, это Гоча Пачули, наш прекрасный певец Тимур Таня, который прекрасно работает. И они очень преданы делу и продолжают это эстрадное отделение. Вот мы как раз сегодня вам представляем именно эту сферу нашей деятельности. До недавнего времени у нас практически существовали все отделения, но вы знаете прекрасно нашего выпускника Бараса Куджба. Как только он закончил училище, его педагог уехала к своим родным в Россию, и мы остались без преподавателя. Но я надеюсь, что в этом году к нам придет молодой преподаватель, и мы опять откроем двери хорового отделения, хоровое дирижирование. А так, конечно... А есть желающие прийти на это отделение? Конечно, есть такие люди. Ну, это очень интересная профессия, перспективная, в принципе. Ну и, конечно, хотелось бы сказать о том, что у нас есть струнное отделение, духовое отделение. Опять-таки, у нас здесь нехватка кадров именно педагогических. В струнном отделении нам нужны виолончелисты. Духовое отделение у нас заполнено на 30%, потому что нам нужны медные инструменты, труба, валторна. Нам нужны фаготисты, габаисты. У нас есть только два инструмента, это кларнет, и флейта, и саксофон. Кстати, вы все знаете, наверное, нашего прекрасного выпускника. Он выступал сейчас на параде концертов. Да. Это Шахан Сергинава. Мы тоже им очень гордимся. Ну, вот такая история. И есть надежда, что как только возродится симфонический оркестр, как только мы сможем пригласить сюда музыкантов, они параллельно смогут преподавать в училище. Вот у нас есть такая вот задумка и мечта, и мы надеемся, что нас поддержат. Я хочу усилить значимость нашего Сухумского музыкального училища. Это не первое наше училище, это училище с большой историей. Я хочу, чтобы зрители об этом знали. Мы должны понимать, что первый абхазский дирижер вышел из стен абхазского училища. Первый классический певец, выпускник Сухумского музыкального училища. Первая профессиональная пианистка, выпускница Сухумского музыкального училища. Первый музыковед, то есть первый этнограф. Вся элита музыкальная. Все первые – это наши выпускники. И откуда они пришли? Это были маленькие дети, которых находили Ковач, и многие другие такие вот, которые вели подвижническую прям деятельность в поисках талантов. Где они их находили? В абхазских деревнях. Неграмотных детей, но с хорошими данными они привозили в Сухум, уговаривали родителей, они их отдавали. И они начинали заниматься музыкой, не имея никаких азов. Вот из них, из таких, и выросли Лев Григорьевич Дергения, Анатолий Дмитриевич Хагба, Вячеслав Михайлович Айба, целая плеяда абхазских дирижеров. Также точно композиторы все наши. И Алексей Чичпа, и Ражден Гумба, и Константин Чингелия, и Тото Аджипова. То есть вся вот эта творческая музыкальная элита – это все наши ученики. Мне кажется, больше иллюстрации значимости этого учебного заведения и не может быть.
То есть действительно вот за тот исторический промежуток был сделан такой большой прорыв. Вот, то есть ничего не было, и была создана целая школа, профессиональная абхазская музыкальная школа. Это очень большое достижение. И надо сказать, что без поддержки государства это было бы невозможно. Нинель Борисовна упомянула Нестора Лакоба. Но я всегда удивляюсь, как этот человек понял всю значимость того, что может дать его народу, прежде всего абхазскому народу, а уже потом всем тем, кто населяет Абхазию вместе с нами, живут рядом, что может дать это учебное заведение. И у них было они жили не в лучшие времена, все это было очень сложно, найти педагогов, пригласить педагогов, заинтересовать педагогов. Их же привозили со всех уголков тогдашнего Советского Союза и привозили специалистов очень высокого класса. И именно они вырастили всех этих абхазских музыкантов. Это огромное достижение. Обеспечены ли всеми музыкальными инструментами в музыкальном училище? Последнее приобретение было в 70-х годах. Тогда для училища приобрели около 12 роялей Эстония, но уже они практически изжили свой срок, и нам, конечно, необходимы новые рояли, новые инструменты, и не только клавишные, но и скрипки, и виолончели, и духовые инструменты. Но, к сожалению, это очень дорогостоящая история. Единственное, вот если нам помогают спонсоры, меценаты, это наша Хибла Герзмава подарила 2 года назад нам прекрасный инструмент Ямаху, на котором наши дети играют только госэкзамены, только отчетные концерты. Мы бережем этот инструмент, и благодарность ей большая. В этом ей помог Поланд Евгений, он оплатил эту покупку, и привезли нам в училище в большом зале. Стоит эта Ямаха с табличкой, вот тут Хибла Герзмава. Конечно, это вот такой подарок потрясающий. Потом еще нам президент и премьер-министр совершенно недавно для нашего дуэта приобрели 2 электронных инструмента Ямахи, белый и черный, на котором мы можем давать концерты и, пользуясь этими инструментами, делать образовательные программы в селах для детей, для юношества. А так в каждом классе должны стоять по 2 рояля. И классов у нас немало, и все они требуют замены. То есть реставрации они уже практически не подлежат. А что касается ремонта здания, здесь у нас есть какое-то продвижение. Слава богу, наше государство понимает, что это историко-культурное наследие, и оно должно быть на должном уровне. Нам сделали очень хороший ремонт на 1-м этаже. Я вас приглашаю к нам порадоваться вместе с вами. Мы надеемся, что будет отреставрирован большой зал. Он вмещает в себя около 150 человек. И все проекты, которые мы делаем сегодня в филармонии, мы можем делать у себя в зале. Это и камерные концерты, и вокальные какие-то концерты, и даже малым симфоническим составом мы можем предоставить эту сцену. Но это все в ближайшем будущем, я надеюсь. Я хочу, Лука, чтобы вы подключились к разговору и немного вспомните, когда вы были выпускником. Самым любимым выпускником. Его обожало все училище. И все помнят, как он занимался с 8 утра до 12 ночи, не выходя из... Кстати, он поздно пришел к музыке. Он поздно же начал заниматься музыкой. Да, Сейчас обычно говорят, да. что надо с младенчества заниматься, а вот Лука начал Ну, поздно, это но уникум. Это божий дар. все набрал. Да, ну мне, конечно, пришлось действительно очень много заниматься, потому что вот это упущенное время в детстве, я до недавнего времени это чувствовал, как бы общаясь с клавишными инструментами, вот. Но путем, да, многочасовых занятий как-то мне удалось за достаточно небольшой срок вот нивелировать вот все те мои пробелы, которые, вот, к сожалению, все это, естественно, последствия трагических событий, да, которые были в 92-93 годах.
Потому что если бы не они, то меня отдали в музыкальную школу. На тот момент мне было 6 лет, и началась война. Конечно, да. Вот. И, к сожалению, мне в училище не так долго удалось проучиться, но этот год был очень интенсивным для меня, потому что, во-первых, очень многих предметов, к сожалению, не было в докторском училище. Было такое небольшое импровизированное училище в Гагре, оно недолго просуществовало, и там, конечно, были какие-то пробелы, в основном из-за того, что не было педагогов. И здесь, в Сухумском училище, мне за год открылись новые дисциплины, новые педагоги, совершенно другой уровень. И я очень благодарен, что меня приняли, во-первых, потому что все-таки были пробелы. Вот. Кто ваши педагоги? Значит, мой педагог Елена Георгиевна Карабулат со мной занималась по фортепиано. Я, естественно, на тот момент не планировал и не собирался быть органистом. Я шел по специальности фортепиано, и, в общем, Елена Георгиевна начала со мной активно заниматься. Вот этот год у нас был такой напряженный. Асида Ивановна вела музлитературу. Василий Пшибыльский был педагогом по-моему, по истории современной музыки. Да. И Петр Дмитриевич Петров вел сольфеджио и гармонию. Да. То есть такая плеяда маститых педагогов. И мне это очень много дало. То есть вот за этот год нам удалось как-то вот этот багаж знаний наполнить для того, чтобы уже уехав поступать в российский вуз, у меня был солидный уже, так сказать, какой-то портфолио, если можно выразиться современным сленгом. Сейчас вы находитесь в Абхазии. Какие у вас планы на лето? Скажите про это. Да, мы открыли концертный сезон в Пицунском храме 30 апреля. Это ежегодный концертный сезон наш органных и не только органных концертов. Да, к нам приезжают и солисты Абхазской госфилармонии, наш оркестр и хоровая капелла. То есть у нас активная концертная жизнь в Пицунском храме. Я считаю, что акустически это действительно уникальный зал. И уникальный не только в рамках Абхазии, уникальный в принципе. Я таких залов не встречал. Когда действительно вот памятник архитектуры такого значения, да. А с чем можно сравнить? Ой, если сравнивать с моими какими-то ощущениями, я имею в виду с какими залами, где да, вы... Угу. В России я таких залов не встречал, хотя в России тоже есть концертные залы, которые располагаются в бывших соборах, в основном католических, они не принадлежат церкви, они принадлежат точно так же государству. Это католические соборы, где проходят концерты, являются концертными залами. Но вот сочетание такой акустики, как у нас, и такой красоты, я имею в виду сохранившихся фресок тех же, да, то есть как вот таких залов в России я не встречал. И такого инструмента. У нас действительно замечательные инструменты. В Европе из того, что мне удалось, к сожалению, я не так много ездил и гастролировал в европейских странах, но конкретно вот Римская базилика Святого Сердца Христова, там уникальный также памятник архитектуры и совершенно роскошный орган, в котором встроены колокола. И вот по акустике, и вот по вот атмосфере самого собора я могу провести какую-то параллель. Но я говорю, что вот на бывшем постсоветском пространстве я очень много играю в России, и я таких залов больше не знаю. У нас действительно уникальный комплекс. И действительно И этот надеюсь, инструмент... мы сбережем как зеницу ока. Да. Не отдадим никому. Да, не отдадим никому. Я думаю, нам нужна музыкальная пауза. Мы обязательно сделаем музыкальную паузу, но я хотела бы подключить к разговору еще и Манану.
А Манана представляет новое поколение педагогов, я так понимаю, Сухумского Да. музыкального училища. Манану Викторовну я пригласила поработать и в эстрадном отделении. Она ведет класс эстрадного ансамбля. И также, зная, что она хоровой дирижер, я ей предложила поработать с нашим студенческим хором. И сегодня вы сможете воочию убедиться, как она с этим справляется, с большим энтузиазмом. На все наши запросы отвечает всегда положительно. Иногда они совершенно несбыточными кажутся, вроде бы, наши мечты, но в ее руках все это получается. У нее прекрасный контакт с детьми, она умеет с ними найти общий язык, потому что дети уже совершенно другие. И иногда, вот вы сегодня услышите произведения, они в репертуар выбирают сами. Да, и мы с ними соглашаемся, что очень приятно. Да. Расскажите про своих студентов, насколько они талантливые, как они к вам попадают. Вот если история нам рассказывает о том, что Ковач сам собирал, да, по деревням ездил и собирал талантливых людей, как сейчас приходят вот ваши студенты в училище? Ну, конечно же, в этой атмосфере, где такая плеяда профессионалов вышла, другие не могут быть находиться, потому что у нас очень талантливые дети. Я думаю, что в течение этой передачи вы не раз убедитесь в этом. У них прекрасный слух, рвение, стремление. Самое главное, трудолюбивые даже написано. Да, когда есть настроение. Но хватают быстро, активничают. Очень-очень нравится то, что они сами предлагают. Давайте, Манана Викторовна, давайте мы споем. Какую вот музыку это. они предлагают? Ну, они хотят и Качественную. современные тоже Да. хотят. Но в хоровом исполнении мы будем в этом году, да, вот будем стартовать, Вузову что-то новое предлагают, пробовать. Вузову? Какую? Нет. Ну вот сегодня мы мессу исполним из группы «Эра». Мгм. Предложила Амина Джерсали. Она Кто говорит, будет исполнять? весь состав, вот это не весь, конечно, это мини-состав нашего хора. Sempre crisis, alte crisis, vita de stabilis, non capturat, et concurat, ludamenti sasiem. Non capturat, et concurat, ludamenti sasiem. Egestatem, potestatem, dissolvitur dosiem. Divano, divano me, divano messi, divano messia, divano messia, divano, divano me, divano messi, divano messia. Salutis et virtutis mici non contraria est affectus et defectus semper in andaria ac in hora si demora corde cursum tendite divano divano me divano messi Divano Messia, Divano Messia, Divano, Divano me, Divano Messi, Divano Messia, 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 Divano, Divano me, Divano Messi, Divano Messia, Messia, Messia. Messia, Messia, Son salutis et virtutis mici non contraria est affectus et defectus semper in
Messia, Divano Messia, Divano, Divano Me, Divano Messi, Divano Messia. Alihora, Sinemora, Donde Busuta, Gite, Donde Sante, Steli Forte, Mizuna, Mista Gite. Ой, браво дирижеру! Я слушала их и представляла себе такую картину. Пицунский храм, Лука играет на органе, и студенты В белых Сухумского костюмах. музыкального училища поют эту песню. Вот правда, эмоции были очень живые. Я хочу спросить, культура хорового пения возвращается в абхазскую культуру? Я знаю, что у вас на этот счет есть очень грандиозные планы. Культура хорового пения, она и не исчезала. У нас есть потрясающая абхазская хоровая капелла с большой историей и с прекрасными руководителями и вокалистами, которая, конечно, это гордость нашей Абхазии, там прекрасные дирижеры. Эта идея возникла очень спонтанно, когда мы взяли именно вот эту мессу в аранжировке группы «Эры». И я почему-то подумала, хорошо было бы, если бы ее спело большое количество детей. И как это сделать, как это сделать. И вот мы с Мананой Викторовной подумали о том, что, в принципе, хоровое пение среди детей, да, оно то возникает, то угасает. А у нас когда-то была детская хоровая капелла, которая практически объездила весь мир, занимала призовые места. Какие годы? Это довоенные годы, руководил Гурам Курашвили. И Алиса Гизба, кстати, там пела. И все, кто там пел, с большим теплом вспоминают эти времена. Они реально пели очень хорошо и очень сложные программы. И мы, конечно, не мечтаем о том, чтобы возродить детскую капеллу, но какие-то семена мы можем посеять благодаря такому экспериментальному проекту. Мы предложили районным школам собрать детей для одной единой программы. Уже раздали им несколько произведений, уже встречались со школами Гагского района. Они приезжали к нам в училище и вместе с нашими детьми репетировали несколько произведений. К нам приезжали детки из Гальского района, очень такие активные детки. Кстати, в Гальском районе около 4 или 5 музыкальных школ, что очень удивительно. Что у них больше, Детских. чем в других районах? Да. У них Да. музыкальных студий Да. несколько. Вот, и, А педагоги? И педагоги Кстати. есть. Ну, я так поняла, что они зажглись этой идеей, тем более, Да. что репертуар, он будет очень интересный, насыщенный. Они какие-то произведения будут чисто хоровые, а какие-то произведения мы будем миксовать с вокалистами. Рамина, мы вас приглашаем. Вы Я с тоже большим можете спеть с удовольствием нашим хором. Приму участие. Программа должна быть прежде всего интересна детям, чтобы они с удовольствием это учили. И так как у нас год, посвященный 30-летию Победы, конечно же, у нас будут в репертуаре песни, посвященные войне, абхазские народные песни. И мы именно на этом будем делать свой акцент. Потом, если этот проект, дай бог, удастся, эти дети останутся с репертуаром в руках. Они разъедутся по своим школам. У них будет совершенно другое отношение уже к хору. В случае чего, если нужно будет сделать еще один большой проект, мы опять их уже соберем с большей легкостью. Сегодня это сложно, потому что не все понимают, как это делать, с чего начинать. Потому что не во всех районных школах есть именно хородирижеры. Сегодня этими детьми занимаются либо пианисты, либо вокалисты, либо несколько человек сразу. Поэтому сейчас это сложно. Зато потом у нас будет такая красивая хоровая история. Возможно, будет детская хоровая
капелла. Но мы как-то вот делаем вот такой жест в сторону хорового пения, а дальше будет видно. Кто будет дирижировать? Ну, Манана Викторовна. Мама Викторовна, расскажите, как вы отбираете детей? Вы уже с ними работаете? Да, Вот конечно. как идет этот процесс? В районах они пока сюда приезжали. То есть им предоставляют транспорт, все школы собираются уже. Мы буквально Гальский район собрали, Гагрский район собрали. То есть один день был Гальский район. И что меня удивило, что дети все 3 произведения знали наизусть. Они пели с таким азартом, с таким интересом. Как раз была сводная репетиция, и прекрасно все получилось с первого раза. На второй день приехал Гагрский район. Это Цандрипш, Гагра, Пицунда. Тоже сводились, и достаточно быстро все идет. Ну, для Вот первых правда, на репетиций одной первого сцене раза. 150 детей будут петь? Да. Это будет очень Ну, грандиозно. это задача максимум, а там посмотрим. Да, дай бог, чтобы это Да. получилось так интересно на это посмотреть. Если будет возможность, я надеюсь, такая возможность будет, им это будут не фонограммы, это будет оркестр. Мы будем приглашать музыкантов, как обычно, из России. Это будет наш камерный оркестр, дополненный нашими друзьями из Российской Федерации. И я думаю, с живым оркестром это будет Да. очень интересно. И Грандиозно. детям тоже. Ну, И и детям они тоже. загорелись, у них огромное желание, и благодарят, что пригласили, и мы с удовольствием примем, говорят, участие, конечно. Да. Также я надеюсь на своих выпускников, которые Будут участвовать, да, будут в этом? участвовать в этом, да. Мгм. И Леру мы привезем из Москвы. Да, Лера? Асида Ивановна, вот я помню, когда мы учились в школе, мы пели в хоре, но у меня особенно таких данных никогда не было, было больше амбиций, тщеславия. То вот на самом деле, мне кажется, в каждой школе тогда был хор. Это важно? Ну, безусловно, это важно. Вообще хоровая культура, она дает очень много что детям. И в эмоциональном, и в психологическом, и в музыкальном, и в интеллектуальном плане. Но сейчас эти 2 истории, вот та, что из вашего детства и из моего тоже детства, хор при каждой школе, хор при каждой музыкальной школе, к сожалению, эта история канула в прошлое. Сейчас дети на самом деле очень много заняты чем другим, и не всегда удается собрать такие коллективы. Даже вот сейчас, работая в этом проекте, и Манана Викторовна тоже, я думаю, сталкивается с проблемами, когда есть некое сопротивление. Все-таки дети – это ведь такой материал, он текучий. Они одни есть, другие пришли, ушли. То есть это трудно их собрать. Это очень сложное дело, сложный процесс. Удержать вот такие детские коллективы долго на плаву трудно. И, может быть, именно вот эта идея, которую придумали Манана Викторовна и Нинель Борисовна, я думаю, она, может быть, знаете, станет мотиватором для детей. Вдруг они захотят. Ведь это вообще многие наши проекты с этого начинались. Мы надеялись не просто показать свою работу, мы надеялись, что придут дети, которым это понравится. Смотивировать И они их. захотят в этом участвовать. Возможно, услышав такое, дети уже не так будут сопротивляться. И, может быть, даже кто-то захочет в этом участвовать. И это очень важно, что вот сейчас, когда этот вопрос все-таки такой сложный довольно-таки вопрос детского хорового пения в Абхазии, да, это, в общем-то, сейчас утерянная традиция, прямо скажем. Может быть, это как раз и даст толчок какой-то этому развитию. Мы очень надеемся на это. Что вы думаете, Лука? Если у нас появится вот такая детская хоровая Вы капелла. знаете, ну, не понаслышке знаю, потому как периодически захожу в Пицунскую музыкальную школу, и педагог, который занимается с детьми, разучивает это произведение, Ирина Степановна Гварами. Да. Она неоднократно говорила мне о том, что какая замечательная идея, и как дети с энтузиазмом восприняли это. Ну вот, по крайней мере, вот детки, которые учатся в Пицунской музыкальной школе, и педагоги, они все с большим воодушевлением восприняли эту идею, этот проект, и они усердно готовятся. И, конечно, это очень важно действительно. Во-первых,
такое единение всех школ, педагогов. Это и мало того, что это как бы огромное музыкальное развитие, это еще и профессиональное общение, поэтому я надеюсь, что этот проект будет жить и развиваться. У меня такой вопрос, Маня. Как вы помогаете учащимся с меньшими музыкальными способностями сохранить интерес, когда у них возникают трудности? Ну, таких у нас еще не было. Ни одного ученика, ни Нет, одного у нас студента. все такое рвение у всех, что А талант? они просто одарены, они должны стать этими музыкантами, артистами, педагогами по музыке. То есть таких проблем у нас, во всяком случае, я еще не сталкивалась. А сколько у вас студентов обучается? Всего в училище, у нас же еще музыкальная школа, около 190 человек, детишек и студентов. Это много или мало для Это очень музыкального хорошо. училища? Это очень хорошо, Это потому хорошо. что было после войны около 60-70. Динамика какая? Вот после войны как это было? Вы уже 20 лет возглавляете училище. Последние годы какая динамика? У нас была нормальная, стабильная динамика до пандемии. Как только эти 2 года к нам пришли, мы, конечно, потеряли многих учащихся, потому что когда ты не занимаешься регулярно, теряется интерес. Ну вот как можно заниматься онлайн? Занимались мы по теоретическим предметам. Вот Асида Ивановна вела прекрасно онлайн-музыкальную литературу. Но это реально. А когда ты не в контакте с педагогом по специальности, будь то фортепиано, скрипка или другой инструмент, теряется вот эта связь, и не все детки самостоятельно могут преодолеть какие-то трудности. И, конечно, многие остались на 2-й год, многих пришлось исключить. Были и случайные студенты. Ведь процесс формирования музыканта полностью зависит от тех педагогов, которые им преподают. Сам музыкант просто так не вырастет. Тем более это среднее звено, когда они пришли после детской музыкальной школы, им необходим наставник. Мы не говорим о высшем образовании, когда уже вполне зрелый музыкант знает, чего ему нужно и к чему ему стремиться. Здесь детки оказались на таком распутье. Нужно мне это, не нужно, смогу я, не смогу. И эти 2 года, конечно, нас очень сильно подкосили. Но вот мы прервали многие наши проекты. У нас прекратился конкурс имени Чичпа, который проходил каждый год, наши парады концертов. Очень много проектов прервалось. Ну вот сейчас, в этом году, мы уже полноценно завершаем наш учебный год. И, как вы знаете, мы даже смогли сделать большой фестиваль классической музыки в 2 дня, чего не делали раньше. Так что сейчас ситуация выравнивается. И я думаю, дальше Чудесный будет всё концерт хорошо. наши ребята снимали, и я даже рекомендую зрителям, если еще не смотрели, обязательно, чтобы посмотрели, те, кто не Спасибо. попали в зал, потому что Спасибо. нам показывал режиссер, позвал и говорит, вот посмотрите, какой хороший концерт, как живо играли, как хорошо. Да. Это действительно детки лучшие из лучших, которые занимались очень много по каким-то субъективным причинам, не буду их озвучивать. Майкопский оркестр, который всегда нам помогал, нам отказал. В Сочи с оркестром не получается, потому что они тоже практически А у вас распались. своего Их не- оркестра нет. А у нас наш камерный оркестр не предназначен для исполнения таких крупных форм. Это был концерт Чайковского, концерт Шопена, Шума. Здесь нужен полный симфонический состав. И мы с Давидом Терзианом, который просто для нас и друг, и партнер, и всегда стоит рядом, мы, конечно, с ним провели эти 2 недели, ища этих музыкантов по всей России. Мы привезли музыкантов из Грозного, из Новороссийска, из Сочи, из Краснодара, из Москвы, из Ростова. Их всех надо было сорганизовать, их всех надо было привезти. Это был очень сложный в организационном плане проект. И нам, естественно, как и многие годы, помогает Министерство культуры. И из-за того, что проект стал более дорогим, они нам, конечно, пошли навстречу, потому что это дети.
Я сама себе сказала, что если бы это был мой концерт или какой-то еще проект, я бы отказалась. Ну, не получается, не получается. Но здесь труд детей, труд педагогов, оставить их без этого фестиваля было просто преступлением. Ну, конечно, я рада, что все так. Обычно, когда все сложно, все хорошо получается. Довольны дети? Выступить на большой сцене с симфоническим оркестром, я могу смело сказать, могут не все. Это надо иметь уровень подготовки, это надо иметь выдержку, это надо иметь такую потрясающую любовь к музыке, чтобы отработать, чтобы работать над этим. И я думаю, что для них это большой подарок и с нашей стороны, потому что не всем детям даже в Российской Федерации удается играть с оркестром. Это большая роскошь. А мы это делаем для того, чтобы наши дети были, во-первых, привлечены, чтобы они стали нашими коллегами, чтобы музыка стала частью их жизни. Это не просто какие-то отчетные концерты в училище или где-то там. Это действительно победа. Для них это маленький-маленький триумф. Нинель Борисовна, у меня такой вопрос. Очень много интересных проектов впереди. А есть ли сайт или страницы в соцсетях, где вы публикуете эту информацию? Или планируете ли вы создать сайт? Ну, это обычные соцсети, Facebook, музыкальное училище наше, и Instagram. Есть. Кстати, наши девчонки сейчас усиленно взялись за рекламу в этом Инстаграме. Да, в сегодняшнее время это важно. Да. Дадим ребятам. Давайте Да, музыкальную послушаем, паузу. If all of the kings and the queens on the throne, we will pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Killing with only you wanna, but you can't. No, no, no. Think it's funny, but honey, can that is shown on your own. I can feel my body shake. There's only so much I can say. I'll show you how a real queen behaves. No, that's only just literally to save me. Once I stop breathing fire, you can take me. And you might be gone, we be dinosaur. But if I had, we'll never be given yours. If all of the kings and the queens on the throne, we will pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. It's so baby, and baby, it's all for joy. Gonna change it and make it, and one you won't forget. No, that's only just literally to save me. Once I stop breathing fire, you can take me. And you might be gone, we could dinosaur. But I'm stronger than I ever was before. If all of the kings and the queens on the throne, we will pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Ain't just a king can move a space at a time. But queens are free to go wherever they like. You get too close, you get the royalty high. So breathe it in to feel the light. If all of the kings and the queens on the throne, we will pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Браво! Спасибо большое. Спасибо. Слушая уже вторую композицию, мне хочется слушать все больше и больше
ваших студентов. У меня такой вопрос. Так как сейчас не очень много музыкальных проектов, где они могут выступать, почему мы их не видим на таком музыкальном проекте, как Апснестар? Может быть, я ошибаюсь, есть кто-то из студентов, которые участвуют в этом проекте, но я хочу как зритель смотреть на вас. Почему вы не участвуете в этом проекте? Или планируете ли вы подать заявку? У меня даже больше вот вопрос Далия, да, с таким потрясающим голосом. Дайте ей микрофон, посмотрим, Ну, что ребят, ответит она Далия. выйдет на сцену и возьмет Насколько я первую знаю. премию Да. на всех сезонах. Нет. У Дали большие планы на будущее, она очень целеустремленная, она очень самокритично относится к себе, она знает, что ей очень много еще нужно сделать, и поэтому она считает, что, наверное, скорее всего, когда будет довольна собой, тогда и покажет себя публике. Поговорим о хорошей музыке. Что такое хорошая музыка? Это какие произведения? Это чистая классика или, может быть, какой-то еще определенный репертуар артистов талантливых? И как приучить ребенка полюбить хорошую, качественную музыку? И кто должен это сделать? Родители, школа, общество? Вот мои студенты, вот все, кто тут сидят, они учатся у меня. Я каждый день пытаюсь их приучить слушать хорошую музыку. Ну, самую хорошую, на мой взгляд, музыку. Не могу сказать, что мне всегда это удается. Не могу сказать, что всегда результат тот, который ты ожидаешь. Есть дети, которые очень радуют. То есть они действительно открыты к этой музыке, они слушают ее, они влюбляются в нее, они открывают ее для себя. Они берут больше, чем ты им даешь, сами дальше слушая дома ее. Есть, которые, к сожалению, надо и это признать. У нас не сплошные удачи. Бывает, что ребенок так и остался закрытый для сложной классической музыки. Это тоже не беда. Это тоже не беда. 4 года, проведенные в училище, все равно для него не прожитые зря. Они все равно имеют очень важную для него ценность, потому что когда-нибудь все равно это где-то там, в глубинах его памяти, его сознания, оно живет, оно где-то формирует его как личность. Все равно это другие дети, это другие люди. Что делает с человеком плохая музыка? А вот плохая музыка, на мой взгляд, И она что как раз такое может плохая разрушать человека. А что такое плохая Ну, музыка? плохая, на мой взгляд, что значит плохая музыка? Я, например, человек всеядный, если честно сказать. Я могу, выйдя из лекции, допустим, да, прослушав на одной лекции Баха, на другой, не знаю, там, Прокофьева, а потом еще послушав Эдисона Денисова, в машине себе включить что-то очень легкое, приятное из поп-музыки. И с удовольствием это слушаю. Лишь бы это было сделано качественно. Вот эстрадники наши тоже. Если я вижу хорошую работу эстрадного отделения, я никогда не фыркну, типа, ну это же не Бетховен. То есть вот этого такого отношения к этому у меня нет. Если это сделано качественно, профессионально, хорошо, со вкусом, я готова считать это хорошим продуктом, хорошей музыкой. Сделанную качественно, со вкусом, профессионально. В любом Можно я жанре. добавлю Да, тоже? да. То есть я бы не сказала плохая музыка, я бы сказала другое направление, другая музыка. Вот, понимаете, в эстраде тоже очень много хороших, профессиональных, качественных. То есть я тоже могу также всеядно, могу послушать и классику, и тем временем тоже пишем эстрадные вещи, которые, ну, может, кому-то не нравится, а кому-то нравится. Это же не значит, что она плохая. То есть это у кого-то дар писать, допустим, эстрадное, слушать эстрадное. Классику не может выдерживать. Ну, не дано. И в этом нет ничего даже плохого и зазорного. Кому-то дано, кому-то не дано. Есть другая музыка, есть направление другое. Но хороший или плохой, на мой взгляд, нету, потому что у всех свой вкус. Это настолько индивидуально, что нельзя сказать, что это плохая музыка, и он плохую музыку слушает, и плохой репертуар. А где вот ребенок должен услышать музыку? Я Дома? отвечу на ваш вопрос. Да. Все начинается с родителей. И если родился ребенок, ребенок это маленькое чудо.
И до 6 лет все, что в него вложишь, это все проявляется потом. Он все как губка воспринимает. И если сами родители любят хорошую музыку, если сами родители слушают классику, а для меня хорошая музыка, извините, Только Анна Викторовна, я, может быть, не всеядная, хотя и сижу в жюри Абснестар, но для меня вершина – это классическая музыка. И здесь уже ничего не сделаешь. Если родители с детства прививают, дают слушать. Что значит прививают? Насильно ничего не сделаешь. Просто в доме звучит эта музыка. Если родители имеют возможность повести ребенка, послушать симфоническую музыку, повести в оперный театр, услышать хороших музыкантов, если есть такая возможность, это нужно делать с раннего детства. Вот вспоминаю свое детство, и я выросла в большом городе, и я помню, как меня мама повела на первый балет, на первую оперу, на первый концерт в консерватории симфонический. Для меня это было откровение. Ну, а когда родители не справляются, есть проекты музыкального училища, которые мы ведем 20 лет. Именно они на это и нацелены. Мы приглашаем детей со всех образовательных школ и ведем музыкальные абонементы, где знакомим маленького ребенка возраста 10-12 лет, когда они в состоянии спокойно сидеть на своих креслах в филармонии. Мы начинаем рассказывать о творчестве композиторов-классиков, Моцарт, Гайдн, Бетховен, о творчестве композиторов-романтиков. Были такие проекты, когда мы привозили балет. У нас название такое было красивое – «Страница балетной истории». К нам приезжал московский балет, прекрасный преподаватель классического балета, и она показывала старинные фрески в пещерах, с чего зарождался танец. Она обучала их, у них было сформировано особое отношение после нашего проекта. И завершился этот проект Дон Кихотом, балетом, отрывками из балетов Чайковского. То есть эти дети, которые пришли, ничего не зная, не понимая о классическом балете, уже ушли с багажом знаний. Был полный зал, набитый детьми, и это было для них тоже откровение. И мы делаем эти проекты. Спасибо Министерству культуры, что они финансируют эти проекты. Все главы администрации районов дают нам транспорт, и у нас всегда полные залы. И я думаю, что если бы это делать почаще, если бы мы могли выезжать в районы с этими проектами, вот с этого начинается формирование молодого человека и воспитание его эстетическое. К Луке вопрос. Как вы полюбили орган, хорошую музыку? Вот как вы стали тем, кем стали? Если отлистать к детским воспоминаниям, то в семье не было музыкантов, в общем, как-то так, и классическая музыка не звучала. Но почему-то у меня была огромная любовь к фортепиано, к роялю, к клавишным инструментам. Исключение из версии, из гипотезы Нины Борисовны, что Бывает и родители влияют. Бывает и так. И вот, опять же, возвращаясь, да, к детским воспоминаниям, прям ярким, очень часто показывали по телевидению такие концерты, которые записывались в телевизионных студиях раньше, в советские годы. И почему-то у меня в памяти осел красный рояль. Почему-то он был красного цвета. Красный октябрь. Я не знаю, наверное. И вот по телевидению шли вот такие вот небольшие вставочки с классической музыкой, когда пианист в студии телевизионной исполняет какое-то одно или фрагмент какого-то известного сочинения. Как сейчас помню, это был финал. Потом я так вспоминаю, что же это было. Финал лунной сонаты Бетховена. То есть вот не знаю, вот как-то вот так вот это вот все у меня в детских воспоминаниях. Очень хотелось заниматься, очень хотелось, в общем, как-то пробовать инструмент. И привели в 6 лет в Творчальскую музыкальную школу. Но, к сожалению, да, повторюсь, война
помешало нашим планам. И к музыке я пришел уже достаточно поздно и самостоятельно, в 13 лет. Мне просто захотелось для себя освоить все-таки, наконец, этот инструмент, как-то к нему прикоснуться, потому что и дома не было инструмента на тот момент. И пришел в музыкальную школу, сказал, что я бы для себя хотел. Ну, как-то все восприняли, ну, для себя, в принципе, как бы позанимаемся. Ну, вот, стали активно заниматься. Появился педагог. Просто вот, да, всегда очень важно найти того человека, того педагога, который поведет и, самое главное, настроит на то, что это интересно, что это через какое-то время будет получаться, потому что, естественно, поначалу ты думаешь, что ты вообще ни с чем не сможешь справиться, потому что уже, особенно, можно сказать, во взрослом возрасте, 13 лет это поздно, там, ставить руку, да, грубо говоря. И то есть ты в какой-то момент думаешь, что это все бессмысленно. То есть очень важно найти педагога, и появился у меня в жизни такой педагог, который сумел настроить и как-то вот увлечь и дать какие-то отправные точки для того, чтобы я сам уже стал активно, много заниматься. И когда я стал видеть результат своей работы положительный, конечно, это все меня подстегивало, потому что я продолжал этим заниматься дальше. Это все-таки труд или талант? Ой, ну, Можно я? одно помноженное на Можно я другое. скажу? Это Божий дар и потрясающее трудолюбие. Да. Иначе ничего не получится. Как вот, например, наша Хибла, я всегда говорю студентам, это Божий дар, но она неимоверно трудолюбива. Она достигла всех высот. Но я свидетель, как, отдыхая в Пицунде, ее друзья отдыхают, купаются на море, загорают, а она сидит с клавиром и учит новые партии. То есть это человек, который не знает отдыха. Это только труд. Иначе ничего не получится. Я хочу, чтобы наши студенты задали вопрос Луке. То, что скажет вам Лука, может для вас быть мотивацией. Мы как раз проходим с Асилой Ивановной очень много про органы и про композиторов, которые пишут для органов. Мне интересно узнать, какой у вас любимый композитор и насколько сложно играть в произведение этого композитора. Спасибо. Ну, я не могу сказать, что у меня есть вот прям один любимый композитор. Естественно, круг композиторов. Ну, в первую очередь, для любого органиста это Иоганн Себастьян Бах, тот композитор, который написал огромное количество сочинений для этого инструмента. Этот инструмент был его любимым инструментом. И во всех его хоровых, тех же вещах, орган непосредственный и завсегдатый участник этого ансамбля. Относительно композиторов романтической эпохи, очень много композиторов писала также для органа. И этих композиторов, к сожалению, ну вот я, например, будучи пианистом, не знал даже. А на самом деле там огромный пласт музыки. Такие композиторы, как Шарль-Мари Видор, Луи Верн, это все органисты, композиторы, которые писали непосредственно для органа. У них очень мало музыки для каких-то других инструментов. Относительно сложности, ну, здесь нельзя быть так однозначным, потому что смотря какое произведение и с какой эпохи, смотря на каком инструменте ты играешь, ведь очень важно еще понимать, что определенные композиторы, например, французские романтические композиторы, композиторы романтики писали для определенного типа органа, и таких инструментов не так много в мире. Когда ты исполняешь эту музыку, которая написана непосредственно для этого инструмента, тебе как-то становится все сразу понятно и даже доступнее, и как-то даже играть легче. Вот у меня в этом году был совершенно уникальный для меня опыт. Мне удалось сыграть на органе Большого зала Московской консерватории, а там установлен орган Аристида Каваяколя. Это французский органостроитель. И это фирма совершенно уникальная, которая разработала свой тип инструмента.
И ту музыку, которую я исполнял на органах другого типа, я всегда что-то химичил с регистрами, с выбором красок. Всегда были какие-то сложности, потому что композиторы зачастую прописывают те регистры, те краски, те тембры, которые исполнитель должен применить. А сев за этот инструмент, я понял, что как все просто. Ведь все, что указано у композитора в нотах, я могу, и всем арсеналом я владею. То есть здесь очень такие нюансы есть специфические. Усилия очень большое. Ну вот на исторических инструментах этот орган исторический, а он полностью механический, ну за исключением мотора, естественно, который нагнетает воздух. Он очень тугой, очень тяжелый, и да, это очень тяжело физически. На современных органах, а тем более на электронных органах, да, которые, так сказать, просто синтезируют звук органа, играть гораздо проще, потому что клавиатуры очень легкие, очень, так сказать, полетные, и ты, тебе меньше физических усилий приходится. Вы же поете рок, а Лука играет рок на органе. Да, Вы, наверное, это не слушали, это просто космос. Да. Наш музыкальный продюсер Абзак хочет задать вопрос. Да, спасибо большое, очень интересная беседа, одно удовольствие слушать. Вот, у меня вопрос такой, вот по роду своей работы я замечаю, что у нас вокалистов, да, вот в эстрадном направлении намного больше, чем музыкантов, да, в привычном понимании. И как с этим у вас обстоят дела в вашем училище? Есть ли кафедра, где обучают игре там, на гитаре, бас-гитаре, там, барабанах? У нас на эстрадном отделении есть вокальный отдел и есть классическая гитара. К сожалению, у нас нет ударных инструментов. И нет электрогитар, бас, к сожалению, этого нет. Мы развиваемся пока в таком узком вокальном направлении. Но для меня, как для руководителя, более печально то, что у нас нет класса виолончели, класса духовых инструментов определенной группы. Для меня это большая печаль, пусть не обижаются эстрадники. Да, вы поддерживаете классическую музыку. Конечно, изначально, да. Можно послушать музыку? Что еще у вас в репертуаре, Мама Викторовна? Сейчас работа Гочи Вахтанговича, как раз девочки покажут. Лера Адлиба споет сейчас абхазский репертуар. Из-за хавада başı ubje urgar Mçıdo pavya namam tsaka Uay gwası hop Uzi çosur bar Vınak yu hızgat Ya gunapa Ihromya kanalot Uehnar bud içet su adunay Wari sari Achuku haya kulot Am tawaya gulot Ikam waha gurya Sigub wara wai wai Swizam yakwa Neila kyaka Ukasara saiba Ebert nuhnakwa Хызлаю бо, штаю бот лапчаба, Апсабарач ирею апшква. О, и хромя каналот, Уэхнар бот ичетсу адунный, Уарисарей, Ачуку хая кулой, Амтавая гулой, Иван Sigub wara wai wai Swizam yakwa Neila kyaka Ukasara saiba
shoko unela pyaga ukasara saikwa e bergna napkwa Sarkara Лера, не уходите. У меня к Лере вопрос. Лера, оставайтесь на сцене. Вы выпускница в этом году. Да. Какие у вас планы? Мои дальнейшие планы — это поступать в Москву. Буду поступать уже в этом году. Я буду продолжать путь, который я начала, по которому иду уже много лет. После этого нашумевшего проекта такая какая-то звездность в тебе не осталась? Вот меня все знают, у меня есть слава. Не соблазнилась ты вот этим? Вот я на тебя смотрю, милая такая, всегда приветливая. За нее друзья скажут, Да. она Да. не будет за себя говорить. Они уже комментируют, что понятно, что, наверное, нет. Лера, мы тебе желаем удачи. Можно сказать, что в нашем обществе есть потребность в классической музыке? Не масс-культура, Мгм. безусловно. Просто в некоторых странах очень поддерживается все это государством, это очень щедро финансируется, это избранные люди, причастные к этой культуре. К сожалению, мы не можем сказать, что так же происходит и у нас. Все-таки мы, вопреки обстоятельствам, скорее всего, ведем вот и педагогическую деятельность, и вот эту просветительскую с проектами. Недавно, кстати, говорила вот с педагогом Луки Еленой Георгиевной после проекта, уже когда уже проект прошел. Вы понимаете, это огромное напряжение вообще, когда ты проект ведешь. Не подведут ли дети, не зашкалят ли эмоции, все ли получится, все ли состыкуется, приезжают приглашенные музыканты, вольются ли они в наш коллектив. То есть очень много подводных камней, которые надо очень... Придет ли публика, примет ли она, как она будет реагировать. То есть очень много за что волнуешься. И когда уже все это отыграло, и мы выдохнули, и мы с ней это обсуждали, как выступали дети, как они хорошо себя показали, как они справились. И я говорю, вы знаете, у меня вообще такое чувство, что мы какие-то инопланетяне в этой стране, как будто мы с какой-то другой планеты прилетели, и вот тут выполняем какую-то миссию, которая еще не всем понятна и не всем доступна. Но это не значит, что этого делать не надо. Это делать надо, потому что из года в год количество детей, которые благодаря проектам идут в классическую музыку, их все равно прибавляется. И количество детей, поступающих на классику, тоже прибавляется. Другое дело, что выживают не все, еще раз, потому что это колоссальный труд. Это не только картинка, когда красивые дети выходят красиво на сцену, отыграли, им опали. И вся эта картинка красивая вроде бы, но за этим колоссальный многолетний труд. Чтобы вырастить одного толкового профессионала-музыканта, человеку надо 7 лет отучиться в школе, 4 года в училище, 5 лет в консерватории, еще желательно несколько лет в аспирантуре, а потом вот как Лука еще поработать в разных и в европейских школах, российских школах. То есть это очень большой путь. Не все к нему готовы, конечно. На недавнем концерте
Насколько я помню, зал был полный. Да, зал был полный, я об этом и говорю. Ведь тут у нас две задачи. Одна задача воспитать профессионалов, музыкантов, а другая задача воспитать среду, которая готова этот продукт принять. Эта задача сложнее, она всегда сложнее. То есть у нас такая среда была, вообще надо сказать, что мы ее потеряли со временем. Но из года в Какое год, время это мы потеряли? вот До последние войны. 10-15 лет после военных мы их потеряли. То есть наши дети, знаете, даже в зале себя вести не умели. Они были как дикие, они бегали по залу, они не могли сидеть на месте. Сейчас, конечно, ситуация очень изменилась, гораздо в лучшую сторону. Но я еще раз говорю, к этому мы шли долгих 15 лет. Это очень тяжелый труд. И очень долго мы к этому шли. И мы и сейчас не можем сказать, что вот мы реализовали все, что мы хотели. Мы все еще... Вы знаете, вот у нас, я все время это говорю, вот мы только сделаем проект и думаем, в гуща, слава богу, мы это сделали. И тут же забегает Нина Борисовна и говорит, всех поздравляю, мы все молодцы. Что я сейчас придумала? Я говорю, как? Уже опять? Прямо сейчас? То есть это потому постоянно... что, я так понимаю, поверхностно вы не относитесь к планам. Нет, это очень сложно. Поэтому Мы отбираем лучших из лучших. Да. Мы иногда мотивируем не самых лучших. Надеемся. Нам же, знаете, есть такая вообще знаменитая вот фраза. То есть гении, есть таланты, есть посредственности, но есть те, кому надо кофе сварить. Такие тоже нужны, которые тебе кофе, пока гений думает, ему кто-то и кофе должен подать. Нам все нужны. Мы не можем никого оставить. Мы должны каждому найти свое применение. А это тоже труд. Мне посчастливилось побывать на концерте в зале Чайковского. Лука и Кристина давали концерт. Как-то зал был переполнен. Зрители были так эмоционально заряжены. Вот глаза, кстати, после концерта были умиротворенные. Мы тоже куда-то улетели и прилетели. Вот как наш зритель отличается вот от зрителя, например, вот в Москве? Ну, вы знаете, в первую очередь я хочу сказать, что все люди, они, придя на концерт, через какое-то время, они волей-неволей подключаются к тому, что мы им отдаем. Если музыкант, исполнитель, просто на какую-то публику очень сложно расшевелить. Приходится выкладываться, так сказать, вдвойне. Когда ты понимаешь, что вот они сидят, как-то вот вяло реагируют как-то, я понимаю, что надо добавить огоньку. То есть с нашей стороны тоже ведется вот эта работа и эмоциональная, и психологическая в какой-то степени. То есть когда я понимаю, что передо мной сидит зал, который изначально настроен на то, чтобы вот как бы получить эти эмоции, воспринять, и тебе работается легче. Когда я понимаю, что зал как-то его надо расшатать, и репертуаром взять, и побольше эмоций дать, и, возможно, даже иногда, очень редко, но как-то предварить своим словом, не словом ведущего, а я сам беру и рассказываю о каком-то сочинении. Это очень оживляет публику, Да? кстати. Да, когда вдруг исполнитель, который молчал весь концерт, он глухонемой для них, он вдруг заговорил, и они как-то вот... то есть как-то надо с публикой тоже взаимодействовать и понимать, кто перед тобой и как они реагируют на это. У нас очень эмоциональная публика на самом деле. А где тому может научиться артист держать Только зал? опытом. Только опытом. Как у вас, Однозначно. как вы. Только Точно опытом. С детства дети, студенты училища уже приобретают этот опыт общения с публикой и понимают впоследствии, дай бог, чтобы они все стали профессиональными и связали свою жизнь с музыкой в дальнейшем, да, поступали в вузы. Но они в любом случае, вот этот опыт общения, вот эту ниточку с публикой, они уже ее получают. Это очень важно. Лука, у меня такая просьба к вам, вернее. Да. Вы не могли бы дать совет нашим будущим артистам, исходя из своего опыта? Какого-то определенного одного совета нет, потому что у каждого свой путь, каждый индивидуален. Я хочу сказать, что нельзя терять вот ту искорку, вот ту любовь к музыке конкретно, да, которая тебя изначально сподвигла вообще начать заниматься
музыка как профессия. То есть постоянно работать над собой, развиваться и искать что-то новое. Как только мы останавливаемся там, на том же одном репертуаре или как-то вот какие-то рамки себе ставим, те же репертуарные, да, сразу как-то это вот все немножечко становится заскорузлым. Нель Борисовна, вот ваши выпускники заканчивают, вы их отпускаете. В принципе, ваша ответственность, наверное, на этом и заканчивается. Ни в коем случае, ни в коем случае. Мы всегда находимся в контакте. И яркий пример тому, когда они учатся, а потом приезжают отдыхать, это очередной наш проект «Музыкальные каникулы», когда мы их приглашаем выступить на родной сцене Абхазской филармонии. Мы это делаем довольно часто. По-моему, Лука тоже, когда был студентом, принимал участие в этих концертах. И сейчас, в середине июля, мы ждем наших учащихся в высших учебных заведениях с концертом, что они покажут. А где вы проведете концерт? В филармонии, в Большом зале филармонии. Они обычно показывают свою госпрограмму, какие-то произведения из государственной программы, и мы видим их рост. Те учащиеся, которые уже закончили, они, конечно, если приезжают сюда на родину, мы их приглашаем на работу. Вот так наши потрясающие певцы Алхас Ферсба, Альдон Ацкоа, наш любимый Армен Хачатурян, Асида Шака. Вот эта молодежь вокальная в основном, они работают у нас в училище. Я благодарна им за то, что они согласились прийти и стали рядом со своими педагогами. Это такая вот продолжение наших традиций. Я очень хочу, чтобы вслед за нами были профессионалы. У нас такой образовался разрыв педагогический, когда есть старшее поколение и совсем молодое поколение. И хотелось бы, что это связано, может быть, с войной, может быть, с какими-то еще условиями. Очень важно, чтобы за нами шла плеяда профессиональных музыкантов. Это очень важно. И я всячески стараюсь, чтобы они работали не только как исполнители, но как преподаватели. Очень надеюсь на тех студентов, которые учатся на Бараса Куджва, который отучится в консерватории, потом в аспирантуре, потом вернется. Викторовна, еще раз ваш репертуар, что вы нам дадите сейчас послушать. Еще раз будет работа Гочи Вахтанговича Пачуля. Это Далее Кажухарь. Какую песню она нам споет? Фридом. Trolling on the thunder, of a storm I know. I'm more cold march on the regular, very wild Facebook. Love forgive me, I'll be running blind and true. I'm waiting on this pillar, so sweet I know. I'm telling this tears gonna find a way. Whoa. Maybe last one burn into flames. Freedom, freedom, I came home. Freedom, coming loose. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I'm reaching about myself. Whenever my freedom on me, yeah. Hey, I'ma keep on running close to when it's all green on the sails. Telling these tears gonna find a way, find a way.
maybe the last one burning to flames. Freedom, freedom, I can move. Freedom coming loose. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I break chains about myself. Whenever freedom running, hey, I'ma keep on the coast of winter, don't quit on ourselves. Trolling on the thunder, tell us don't mind no. I'm on cold march on the regular, head to our place blue. Love forgive me, I think running blind ain't true. I'm rain on this pillow, tell us we don't know. I'm telling these tears gonna find a way. Whoa, maybe last one burning to flame. Freedom, freedom, I can move. Freedom coming loose. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I'm reaching about myself. Whenever freedom running, hey, I'ma keep on the coast of winter, don't quit on ourselves. Браво! И пусть не уходит со сцены. Со сцены пусть не уходит. У нас к ней есть вопрос. Далия, спасибо вам за очередное потрясающее исполнение. Да, у меня такой вопрос. Какие у вас дальнейшие планы? Куда вы будете поступать? Будете ли вы продолжать то, что вам дано Богом? Буду продолжать музыкой заниматься. Правда, поступать не собираюсь пока что. Не знаю, может быть, в дальнейшем, но у меня есть большие планы. Я хочу создавать свою музыку. Вернее, я уже создаю ее, и в дальнейшем я буду ее выпускать. Я так рассчитываю. Очень скоро мы к вам обратимся, я чувствую. Спасибо большое. Уже завершаем передачу. Какой-то итог нашей сегодняшней беседы. Я не знаю, смогли ли мы копнуть глубже, затронуть какие-то очень важные темы. Я никогда не терял связи с училищем, и с Нелли Борисовной, и с педагогами. То есть во все этапы моего обучения я поддерживал тесную связь и выступал, естественно, в студенческих концертах. Уровень растет с каждым годом, это очень приятно. И количество ребят, которые поступают в училище. Когда я учился, было значительно меньше студентов. Сейчас это действительно целая плеяда уже музыкантов и выпускников, и студентов, которые хотят учиться. Это очень приятно. Я пожелаю процветания, дальнейшего развития и творческих свершений всем студентам, педагогам. О планах, наверное, лучше скажет Нелли Борисовна, она все-таки возглавляет училище. Мои личные планы касаемо училища не меняются из года в год. Я всегда говорю своим друзьям, у меня самая неуспешная карьера. Я 35 лет назад пришла в музыкальное училище педагогом по музыкальной литературе, и так и остаюсь там. Значит, это то, что я люблю делать, мне кажется, умею делать. И я, честно говоря, рада тому, что многие мои ученики относятся к моей работе с благодарностью. Я лично себе пожелаю побольше учеников талантливых, ярких, но мы любим всех, разных. Мы всех готовы обучать, любить, лелеять, помогать, поддерживать. Почему так мало музыковедов в Абхазии? Тоже связано с тем, что факультет вообще теоретически, он один из самых сложных. Он требует очень больших объемов информационных. То есть, можно сказать, два самых сложных факультета, где вот учиться сложнее всего, это хоровое дирижирование и теоретическое. Очень большие объемы.
Мы несколько раз пытались взять девочек на теоретическое, они благополучно от нас сбегали, не выдерживая, правда, нагрузок. Вот сейчас у нас прекрасные были выпускники, вот сейчас вернулась к нам Таисия Пигуль, наша выпускница, она вот прямо с такой радостью ее приняли, что она вернулась и теперь ведет теоретические предметы. Мы очень ждем Нину Начкебе, она была блестящей выпускницей, она блестяще закончила Гнесинку, продолжала учебу в Англии, успешно работала в Москве, сейчас работает в Мариинском театре в Петербурге. Но вдруг какие-то пути, которые неисповедимы для нас, но приведут ее к нам, были бы очень рады. Сейчас вот готовим девочку, возлагаем на нее большие надежды. Лана Габуня, мы ее уже пару раз даже на сцену вывели в качестве ведущей. Надеемся, что она будет продолжать учебу и что плеяда музыковедов не прервется, потому что мы действительно очень много лет не выпускали теоретиков, музыковедов. Это большой пробел. Манана, ваше отделение, наверное, самое такое популярное среди молодежи, которая хочет заниматься эстрадой. Но тут тоже нужен очень большой колоссальный труд. Мало того, просто желание петь, но еще надо прикладывать огромные усилия, техника вокала, много читать, образовываться. Это просто так не дается никому. В этом заведении я вообще считаю, что это храм музыкальный. Просто так ничего не дается. И я желаю всем, чтобы они не отступали, шли вперед и не изменяли своей мечте. Ну и, конечно, нам же терпение, как Василия Ивановна сказала. И, конечно, мы ждем новых проектов. Новых идей, неожиданных. Вы ждете фразу «я что-то придумала». Да, немножко абстрагируюсь от роли директора, скажу просто как музыкант, как человек. Видимо, мне в жизни очень повезло в том смысле, что я смогла, что я каждый день захожу за ворота нашего музыкального училища, которые еле держатся. И я понимаю, что я попадаю совершенно в другой мир. Что люди, которые там работают, находятся, это моя жизнь, моя кровь, мое дыхание. У нас ритм жизни одинаковый, у нас цели одинаковые, у нас сложилась, если современным языком говорить, такая командная работа. То есть один человек со своими даже сумасшедшими идеями, которые иногда встречаются, ничего сделать не может. Нужны единомышленники. И в нашем коллективе это суперпрофессионалы. Самые профессиональные люди и в Абхазии, и я скажу, не только в Абхазии. Эти люди с большим преподавательским опытом. Это люди совершенно бессеребренники, которые не смотрят ни на зарплаты, ни на гонорары, которые дарят свои знания и прежде всего свою любовь своим ученикам. Если мы от вас, любимые дети, чувствуем отклик в душе и видим, что вы готовы стать рядом с нами, готовы стать нашими коллегами, мы сделаем все, мы не будем спать, мы будем работать до 12 часов ночи, как многие из нас это делают, но мы поможем вам стать достойными музыкантами. Я надеюсь, что наш коллектив будет здравствовать, у нашего коллектива будет очень много интересных проектов, интересных свершений, и у каждого из педагогов будет ощущение того, что жизнь прожита с великими целями, с реализованными целями. Для меня это очень важно. На упреки о том, что Чичба принимает в училище не только одаренных, но и детей с весьма скромными музыкальными данными, он говорил, что его цель – воспитать просвещенных абхазов, приобщить их к высокому искусству классической и современной музыки. Я так хотела бы завершить нашу сегодняшнюю передачу. Спасибо. Спасибо вам большое за участие. Спасибо потрясающим вокалистам.
найдешь нигде и никогда. Есть на планете Земля моя, и не годится не проверять. Край мой любимый Абхазия, песня тебе моя. Край мой любимый Абхазия, песня тебе моя. О, сасыпсам юпсып стазара, о, и сызбак юпсып сындра, и хомой таспаша авятва, альдау скупвара, и хомой таспаша авятва. Итабу Дарадза, Абдиерас, Хайкшап, Апсу, культура Аштадж.